Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку и за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема отсыпочки звучит так. Его действия в ближайшее время. В ближайшее время вы можете загадать самостоятельно. Я буду смотреть на месяц, ну а вы уже выбираете то время, которое вам подходит. Но, пожалуйста, не загадывайте срок в 1-3 дня. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом, либо о том, кто вам интересен. Назовите его по имени мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, каких действий ждать от тебя в загаданное время, либо в ближайшее время? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность и ответить на все ваши вопросы. Послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Каких же действий ждать от загаданного человека в ближайшее время? Так, прекрасно, просто прекрасно. Если кто-то у меня в сегодняшнем дне, это не для всех, это частично, да, поругался, поссорился, поспорил, повздорил, да, вот какой-то момент резкого охлаждения, либо какой-то обидки, либо, как говорит, судьба развела, да, что-то не поделили, в чем-то не нашли общий подход, общий язык. Здесь мужчинка не выдержит, девочки, не выдержит. Вот он злится на вас, вот смотрите, да, такой весь готов рвать и метать. И знаете, что я хочу еще сказать? Вот он винит в том, что между вами произошло какую-то женщину, какую-то змею. Вот есть женщина в вашем окружении, просто ее ненавидит, считает, что она какое-то вселенское зло. И, возможно, он говорил об этом, либо он как-то очень плохо к этой женщине относится, всегда вот показывает свое негодование по поводу этой персоны. Вот он считает, что вы глупенькая, да, ее слушаете, а вот эта женщина, она, конечно, змея. И вот он такой, видите, стоит так крепко на ножках, и вот эту змею, да, огромную пытается за хвост дернуть, чтобы убрать из вашей жизни. Вот он думает, я с этой женщиной разберусь, и все у нас будет хорошо. Злится, обижается на вас. Но он сам первый к вам придет. Только лишь вы его поманите. Либо, знаете, как кто-то прям поманит, да, вот какую-то красивую фоточку, может быть, нарядную выложит, да, либо напишет там статус какой-нибудь, что там сижу, скучаю, либо там нужна помощь. Вот сразу прибежит и такой, знаете, будет недовольный. Но первая же ваша улыбка, либо поманите его к себе, да, скажете, ну иди ко мне в ручки. И сразу он поменяется, сразу он и подобреет, повеселеет, потому что безумно по вам скучает, потому что, ну понимает, что это все глупости. Вот эти все споры, ссоры, выяснения, все это сущая ерунда. Важнее, чем любовь, важнее, чем отношения, ваше тепло, ваши любовные, страстные моменты. Вот в мире ничего нет. Это самое важное и это самое главное. Так что, кто поссорился, поспорил, давайте маните своего малыша, прибежит и сразу в ваше объятие упадет, как спелое яблочко. Так, кто не будет, кто обижен очень сильно, потому что девочки разные, с разным характером, то мужчинка все равно не выдержит, он найдет какой-то повод, найдет какую-то причину, знаете, любую абсолютно. И он все равно к вам на связь выйдет на связь. И знаете, вот, я тут вижу, что и вы не выдержите, потому что вы тоже скучаете, тоже хотите быть вместе в отношениях. Так, для всех остальных, кто не спорил, не ссорился, не выяснял, здесь мужчина мечтает. Планы у него какие-то грандиозные, планы на какие-то, возможно, поездки, встречи, какой-то романтик. Вот так, знаете, чтобы вас удивить. Тут еще может отыграться момент, знаете, какой? Новый год, да, у нас получается скоро, да, 2 месяца. Вот он может думать сделать вам какой-то подарок, грандиозный подарок, либо, вот знаете, в каком-то необычном месте
встретить Новый год, либо вот какое-то экзотичное место, да, вот для вас очень-очень хотел бы постараться, чтобы вас удивить. Вот у него тут две беды, да, либо денег не хватает, либо есть барьеры, ограничения, на которые он не может повлиять. А у кого-то и то, и другое, знаете, комбо, плюс еще свои какие-то дела могут быть, которые не отпускают. В общем, мужчинка весь в мечтах, видите, крутит у себя над головой звезду, пытается выбрать правильный ракурс, пытается действительно вам вот именно, видите, вот человек стоит, да, внизу в самом, и у него в руках вот звезда, видите, какая красивая. Он хотел бы подарить вам звезду. То есть что-то невероятное, сногсшибательное, и то, что вас покорит раз и навсегда. И здесь даже цель не покорить вас, неправильно я сказала, а ну вот для своей самой прекрасной звездочки подарить вот такой же звездочку, да, такой же звездный подарок сделать, да, достойный подарок. Вы бриллиант, да, и он подбирает вам вот эту огранку. То есть вот такое отношение. То есть мужчина здесь хороший. Так, здесь кто-то меня смотрит, у кого треугольник есть. Треугольник, либо какие-то вот такие отношения. Ну, есть кто-то, кто вот третий, да, либо в прямом смысле там мужчина женатый, либо ваш муж вдруг где-то там подженился еще на стороне, либо есть третий человек, который вот является прямо такой равной стороной, который отвлекает конкретно внимание вашего человека на себя. Вот для вас отдельно, мои дорогие, здесь человек готовит какой-то камбэк, либо исход. То есть в одном случае, если это ваш муж, то будет возвращаться, будет пользоваться какими-то, вот знаете, моментами, что вот либо напросится, да, на какой-то праздник, на какое-то торжество, либо придет и скажет, что вот все, мне жить негде, да, тут часть моей квартиры, и я буду жить. Хотя у него цель другая, цель восстановиться в семье, в отношениях. Будет действовать, исходя из обстоятельств, да, из ситуации, но здесь очень такой, знаете, прям план уже, да, в голове созрел, уже, может, даже вещички собрал, чтобы назад вернуться. Для девочек, у кого мужчина женат, здесь однозначно будет делать попытки к вам переехать, но какой-то переезд, знаете, вот мне не очень нравится, что он как-то кусочками, да, там сегодня приехал, привез вам там трусишки, завтра приехал там носочки, послезавтра там зубную щеточку, да, вот как-то он будет очень долго переезжать, и тут даже не соперница виновата, а скорее его состояние. Вы знаете, вот возьмите, обнимите его и скажите, слушай, ну вот мы все тебе новое купим, зачем тебе вот это вот туда-сюда ездить и возить? Дайте ему, может быть, какую-то уверенность в том, что он правильно делает, правильно поступает, что вы его, ну, никогда не обидите, что ли, да? Ну, если... Даже не знаю, как это объяснить. Да? Я ничего не хочу сказать плохого ни про вас, ни про мужчину, но психологически ему будет очень трудно оборвать то, к чему он так привык. Да? То есть какой-то свой вот стандартный стандарт жизни, да, либо вот эту зону комфорта, которая у него там была. Пусть она была и не очень хорошая, но все равно он как привык. Да? Здесь именно психология его идет. Поэтому, девочки, найдите те слова, найдите те добрые посылы, улыбочки, да, которые бы ему помогли. Главное, вообще не зацикливайтесь на том, что он это долго делает. То есть ну, вот как-то частями, частично. Это вот не соперница виновата и не вы виноваты, это именно лично его. Так, для тех, кто у меня на расстоянии. Ну, что сказать, тут мужчина, конечно, не знаю, тут готов, я не знаю, бежать, плыть, скакать, ползти, готов на все. Но выше попы не прыгнешь. Тут ну, действительно блоки очень серьезные. И он не один, их тут имя им легион. Здесь куда ни вот не посмотри, везде мужчина заблокирован. Вот смотрите, да. Он просто уже там за стенкой сидит, бьется в эту стенку лбом и не пускают. У каждого своя причина. Если любимый в армии, то понятно, да, никто его не пустит. Если он где-то там на другом краю мира, сейчас вот с этими всеми новыми модными болезнями все везде там то закрывают, то перекрывают. Очень сложно куда-то добраться. Плюс еще могут быть проблемы у человека, связанные с его жизнью, да, приватной жизнью, то есть могут быть проблемы как и с законом, так и со здоровьем. То есть человек там идет проблемный.
именно мужчина проблемный. У женщины как бы получше, попроще, но такая вот вы, кто зашел, девочки, вы как бы, может, не 100%, но пытаетесь свою жизнь контролировать, да, и жить хотя бы в удовольствии. А вот у мужчины там проблемы есть. Вот, мужчина этот любит, мужчина этот надеется, строит грандиозные планы, очень переживает, чтобы вы в нем не разочаровались, чтобы кто-то другой там вас не соблазнил, да, не увел. Но вот тем, кто на расстоянии, будет тяжеловато. Тяжеловато, потому что мужчина бы очень хотел, прям очень бы хотел, но ничего сделать не может, понимаете, против системы не попрешь. А его там конкретно зажало в этих тисках системы. Поэтому отнеситесь с пониманием. Я вижу, что будут разговоры, я вижу, что будет романтика, я вижу, что будут такие теплые, знаете, вздохи, охи, да, что мы не можем быть вместе. Но при всем при этом есть несколько пар, которые вот встретятся. У кого-то вот прям дословно, да, вот пойдет такая ситуация, что мужчина позовет куда-то, может быть, на полпути вы будете встречаться, может быть, вы выберете место, либо он выберет место, да, где он может без проблем добраться, и вы сможете добраться. Может быть, к себе позовет девушку, да, и вот тут смелая девушка не побоится, поедет. Да, может, за полмира поедете. Девочки, вот я вижу, что страха у вас не будет. Ну, тут, может, не девочки, девочка, да, правильно будет сказать девочка, потому что, ну, честно скажу, да, скорее всего, 1-2 человека. Больше, мне кажется, что у одной девочки отыграется. Никакие барьеры, никакие там сертификаты, вакцины, паспорта вас ничего не остановят. Вы будете к своему любимому ехать, и, знаете, любви все дороги будут открыты. Все. Вы сами себе удивитесь, да, вот как я тогда все бросила и поехала. И не встретит ваша любовь сопротивления, да, никто, никакие там полицейские, какие-нибудь там, не знаю, таможенники, никто не сможет, даже вот знаете, как погода, природа, никто не сможет вас остановить. Вы до него доедете. То есть здесь ситуация идет того, что вы все-таки к мужчине приезжаете. Не мужчина к вам, а вы к мужчине. Но за любовью поедете, да, на крыльях любви даже полетите, можно так сказать. Но это вот как одна девочка у меня, вот 1-2 максимум. Так, и еще одна пара у меня есть, которые встретятся, там мужчина какой-то сюрприз готовит. Знаете, вот я одного не могу понять, то ли он сам появится, то ли от него как посланник какой-то придет. Но в любом случае это будет очень неожиданно и очень приятно. Для тех, кто в паре, в браке, в отношениях, ну что сказать, тут в принципе, знаете, как мужчина ваш, да, любимый, родной, ведет себя в принципе нормально, адекватно. Единственное, что он что-то деньги собирает деньги. Вот будут какие-то моменты странные, скользкие, когда вы ему там что-то про деньги говорите, а он говорит, а нету, я потратил, где-то там какие-то схемы будет вам рассказывать. На самом деле он копит деньги на что-то, возможно, на вас. Возможно, что-то для дома будет делать. Да? Ну, то есть здесь момент такой, вот, чтобы вас порадовать и, как всем, чтобы хорошо было. Вы ему уже эту слабость простите. Знаете, что на благое дело он эти деньги собирает. Если где-то у него там заначку найдете, то же самое, девочки. Он собирает либо на вас, либо что-то вот в доме вот сделать, да, может там мебель обновить, может быть что-то купить в дом. Но так, чтобы, знаете, вот с прицелом на то, чтобы было хорошо и вам. Поэтому понимайте. Для тех, у кого муж, скажем так, злоупотребляет, да, либо это муж, да, муж, либо человек, с которым вы давно уже живете, то здесь такой момент будет у вас, что он, как бы это правильно сказать, какую-то хитрость проявит, да, чтобы вот прям его не поймали, да, чтобы не поняли, что он выпивает. Чудить будет, понимаете? Вот я вижу, что у вас от этих его чудинок не агрессия, не злость, там, не истерика будет, не какое-то вот страдание, а наоборот. Как будто бы вы будете воспринимать все его там дела, то есть вы их будете видеть, и вы будете просто вот смеяться, улыбаться, да, то есть он будет вас веселить. Ну и
принципе, неплохо. У кого мужчина был агрессивный и злой, здесь потепление однозначно у вас пойдет. Потому что я вижу, вот девушка, женщина, да, которая вот при улыбке улыбается, у нее большой животик, это она довольная. В принципе, все очень даже и неплохо. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.